Преступление было совершено, и чаще всего кто-то... Реальность современной жизни подталкивает нас к тому, чтобы мы приспосабливались ко всем ее сложностям. Сложнее всего приспособиться детям. Это касается различных сфер жизни. Особое внимание взрослым следует уделять безопасности детей. Опасность может подстерегать их везде, а чаще всего это происходит на проезжей части. Для того, чтобы обезопасить детей на дорогах, необходимо воспитывать в них осторожность и бдительность и, конечно же, обучать правилам дорожного движения. Для достижения наибольшей эффективности в данной задаче представители правопорядка проводят с ребятами дошкольного и школьного возраста мероприятия, в ходе которых обучают их всему тому, что должен знать каждый ребенок, собирающийся перейти дорогу. Кроме того, школьникам рассказывается об их правах и о том, как ими правильно пользоваться. Декада под названием «Знай свои права» была проведена в лицее села Дизгинжа. По мнению директора учебного учреждения Евгения Тамайлы, необходимость обучать детей всем этим правилам вызвана тем, что ребятам многую информацию получать негде, так как их родители находятся за пределами страны. Конечно, что на сегодняшний день, учитывая ситуацию, которая у нас складывается, очень много родителей отсутствуют, нету дома. Очень многие дети находятся на попечении родственников, сестер, братьев. Поэтому получается так, что и школа, конечно, она в эту работу включается и вынуждена включаться более детально и более основательно. Но скажем так, что, конечно, это одна из наших направлений в нашей работе, потому что охрана детства – это, в принципе, является наша работа. Поэтому, как любое учебное учреждение, мы работаем в этом направлении. У нас есть свой план работы, утвержденный на год. И мы постепенно, шаг за шагом, этот план работы стараемся выполнять. Дети и сами понимают, что воспитание должно быть полноценным. Они нуждаются в своих родителях, однако им приходится уезжать, чтобы зарабатывать на жизнь. У меня тоже родители уезжают на заработки, но при этом они меня оставляют дома, что довольно сейчас в это время довольно плохо, потому что сейчас детям очень нужно больше иметь времени с данными родителями. Но, к сожалению, сейчас такое время, то, что деньги всем нужны, и при этом и ради этого надо покидать семью на какое-то время. Проблем у детей не меньше, чем у взрослых. Они нуждаются в помощи, поддержке и совете. Работники школ не всегда успевают справиться со всеми задачами, которые встают перед ними каждый день. На помощь приходят сотрудники правопорядка, помогая ученикам понять различные интересующие их вопросы. К сожалению, ситуация такая складывается, что есть детишки с проблемами, и мы вынуждены реагировать. И работаем очень тесно, в тесном сотрудничестве с полицией по Камрадскому району. И они очень частые гости у нас. И когда у нас есть проблемы, мы связываемся, и они помогают нам решать эти проблемы. В работе декады приняла участие главный офицер службы профилактики инспектората полиции города Камрад Кристина Мишоогла. По ее словам, такого рода декады совпадают с планом мероприятий «Выбираем безопасность» в новом учебном году. Ребята были очень активными, задавали очень много вопросов. И в рамках данной кампании «Выбираем безопасность» в новом учебном году они также были проинформированы о их безопасности в дома и в обществе, о том, куда они могут обратиться, о специализированных службах и номерах доверия. У нас на территории Республики Молдова имеется телефон доверия для ребенка, который работает круглосуточно. Работают квалифицированные психологи, которые оказывают помощь для детей. И это телефон 11 61 11. По всей территории Камрадского района проводятся мероприятия информационного характера в рамках данной кампании. В рамках кампании «Выбираем безопасность» в новом учебном году. Для того, чтобы завлечь внимание детей, мы применяем
информационный материал в слайдах. Мы применяем фильмы правового характера для детей, для того, чтобы им было, для того, чтобы их заинтересовать и чтобы они приняли активное участие в наших информационных беседах, в наших кампаниях. Данная кампания продлится до конца декабря. И мы будем проводить еще много интересных мероприятий, дабы завлечь и заинтересовать внимание наших детей для того, чтобы защитить их здоровье и жизнь. Предоставленные учениками знания были преподнесены в форме фильмов и слайдов, после чего была проведена беседа, в ходе которой ребята имели возможность задать все их интересующие вопросы. Давайте я теперь хочу спросить, какие права вы узнали, что у вас есть? Какие права, когда вы попадаете в руки правосудия? Должны быть проинформированы о том, по какому поводу вас доставили на пост полиции. У вас есть в селе пост полиции, где есть начальник полицейского поста. Как его зовут, ребят? Денис Андреевич. Денис Андреевич, Нябу Денис Андреевич, старший лейтенант полиции. Очень приятно, что вы знаете нашего полицейского, своего полицейского. Далее, какие права за вами, какими вы правами еще обладаете, когда вас доставляют? Право на сон. Право на защитника. Право на защитника. Дальше. Громче. Право на переводчика. на переводчика, если вам понадобится помощь переводчика. Еще. Право на молчание. Если вы будете молчать и не спросите, могу ли я позвонить и сообщить об этом родителям, будете долго молчать? А, ребят? Сколько хотите? Ребят, в любом случае, когда вас полицейский спрашивает о том, как вас зовут, где вы проживаете, вы обязаны сказать. В беседе, проведенной сотрудниками полиции, приняли участие ученики 7, 8 и 9 классов, после чего они рассказали о полезной информации, которую узнали. У нас проводилась такая декада, и там говорились о правах ребенка. Мы узнали, что нельзя никого даже тронуть рукой. Ну, если никого нельзя оскорбить, там, обидеть. Вот если мы ранены или там болит что-то, мы имеем право обратиться к врачу. Мы имеем право на свое мнение сказать. Еще мы имеем право на всякие мероприятия участвовать. Лица, достигшие 14 лет, уже отвечают за свои поступки перед законом. И еще узнал, что если ты достиг 16 лет, то уже за кражу можно получить наказание. Когда ты отвечаешь на допросе, с тобой должен кто-то быть, ну, родитель, там, психолог, педагог, адвокат. Я извлекла, что не надо находиться рядом с людьми, которые курят, потому что это для нас и для нашего здоровья влияет очень страшно. Нам объяснили, что курящие люди портят свое здоровье. Мы сегодня узнали много нового о курении, о наркотических средствах. Курение в общественных местах наказывается очень сурово, штрафом в виде 3000 лей. И всем советую, чтобы они не курили. Вот мой отец говорит то, что вот я курю, но ты не кури, иначе пожалеешь, вот как я. Он очень жалеет о том, что начал курить. Мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, были проведены и в детском саду номер 4 города Камрад, которые проходят во всех школьных и дошкольных учреждениях района. Инспекторат полиции Камрад проводит кампанию, под которой называется «Полицейские папы играют самым маленьким». На данный момент мы находимся в детском садике номер 4 города Камрад.
где мы с детишками в игровой форме провели мероприятие и закрепили обязательно, самое главное, о правилах дорожного движения, как себя вести на дороге. Также мы объяснили детям о безопасности, как правильно вести себя в обществе и дома. Вы знаете, что наши дети иногда остаются одни, и очень многие пользуются электроприбором. Мы объяснили, что это нельзя делать. Также мы пояснили детям, что нельзя трогать острые предметы. Это ножики, ножницы, спицы и так далее. И многие другие вещи, которые для них очень важны. Самое главное, чтобы они запомнили, что у нас есть телефоны службы доверия. Это 902, 903 и 901, которые очень важны для них, потому что дети в таком возрасте иногда теряются. Если у них беда, они не знают, куда звонить. Эти телефоны мы пояснили, что бесплатные. Также у нас есть служба доверия, это 116 111, который нужно тоже позвонить по данному телефону и пояснить, что случилось у такого-то несовершеннолетнего. Мероприятие мы проводим в игровой форме. Дети очень радостные, что мы приходим, потому что многие дети даже не видели полицейского. Они знают наши обязанности, знают, как выглядит светофор, мы пояснили, как выглядит полицейский, какой он должен быть. Мы пояснили детям, что мы их друзья, чтобы они нам доверяли. И также мы их очень любим и доверяем. По мнению заведующей детского сада, в игровой форме дети легче воспринимают информацию. В нашем детском саду побывали инспектора полиции. Они провели очень интересное мероприятие по правилам дорожного движения и правилам безопасности. У наших детей, конечно, есть эти знания, но сегодня им было еще интереснее принимать участие в этом мероприятии вместе с инспекторами полиции. После сегодняшнего мероприятия у детей еще больше углубились знания по этой теме. Дети показали знания по правилам дорожного движения, закрепили их в игровой форме и были очень довольны. Ребята внимательно слушали полезные советы, и теперь они знают, как переходить дорогу и куда следует обращаться в случае беды. Что нужно делать, если ты вдруг потерялась в городе где-то? Надо кого-то говорить, помогите. Если я увидела пожар, надо звонить пожаром. 901. На какой свет нужно переходить дорогу? Зеленый. А на какой нельзя? На красный. Я узнала, что нельзя разговаривать, что с чужими людьми нельзя разговаривать, а то и тебя могут украсть, и никто тебе не поможет. Оригинальностью проведения мероприятия по правилам дорожного движения отличился лицей имени Дмитрия Карачебана города Камрад. Особенность заключалась в том, что дети не просто слушали о правилах, а сами принимали непосредственное участие в их разъяснении. Все проводилось в форме сценки, где у каждого была своя роль. То, что можно, то, чего нельзя. Что мне знать, что мне только передать, ведь это помощник мой. Что мне снег, что мне знать, что мне только передать. Что тебе больше всего понравилось? То, что когда вот эти разбойники выступали. Разбойники выступали, то, что говорили, что не надо, и то, что надо осторожно переходить дорогу. Мне понравилось, как девочки, те, которые рассказывали еще про правила дорожного движения, как они рассказали. Мы им рассказывали, как правильно нужно переходить дорогу, но мы им рассказывали правильно, чтобы все делать. Надо, потому что это очень плохо, если сбьет машина. Если бы я был полицейским, то я бы наказывал тех, кто нарушает дорожные правила движения. Им можно дать один шанс еще. Еще один шанс? Да. А почему? Почему не нужно сразу наказывать? Потому что они могут исправиться. А на второй раз уже нужно наказывать? Да. Второй шанс дать, потому что, чтобы справиться. Я бы их остановил и чтобы права показали. Наказывать надо, потому что не надо нарушать правила дорожного движения. То может людей сбить разных. Это очень плохо нарушать правила дорожного движения. Надо переходить зебру. Если нет светофора, ты должен посмотреть в две стороны и переходить дорогу. Еще надо переходить дорогу только когда машина остановится, постоять налево и направо.
И когда есть такой знак, где человечек там стоит, и тогда тоже можешь переходить, но смотреть все равно в те стороны. А нужно переходить по пешеходному переходу? Да, нужно. Нельзя проходить на красный свет, на желтый готовиться, а на зеленый уже можно пройти. Старший госавтоинспектор РКП «Камрад» Константин Скурту призвал родителей всячески напоминать детям о правилах дорожного движения. За период 2016 года неоднократно сотрудниками полиции были проведены различные конкурсы в школах с детьми на предмет безопасного дорожного движения. В данных беседах, как в конкурсах, получается, больше давался отчет тому моменту, чтобы детям объяснялось, где правильно, как правильно переходить дорогу, какие цвета светофоров, где красный, зеленый, на какой цвет светофора проходить дорогу, в ночное время суток, в дневное время суток. Каждый год, допустим, начиная каждый новый учебный год, создается общий план с управлением образования, где сотрудники полиции, согласно плану, являются в школы и проводят данные семинары. Хотел бы обратиться к родителям в первую очередь, так как начнутся зимние каникулы, дети будут находиться дома, чтобы родители в период зимы, то есть в период нахождения детей дома, дополнительно проинструктировали детей, как правильно переходить дороги. Учитывая тот момент, пока погода еще удовлетворяет нас, то есть нету снега, гололеда, для того, чтобы дети были повнимательны в момент перехода дорог. При возможности одевали на одежду детей светоотражающие предметы. Своими знаниями о том, как нужно переходить дорогу, поделились и ученики лицея имени Гаврила Гайдаржи, наглядно показав, как это нужно делать и какие правила следует соблюдать. Скажи, что сейчас нужно сделать, чтобы перейти дорогу? Нужно ждать, когда машина остановится. Угу. Теперь мы можем переходить? Да. Давай. Сначала надо посмотреть налево и направо, а потом переходить дорогу. Ну, вообще сначала надо смотреть, получается, направо, на середину дороги доходишь, потом смотришь налево и доходишь до своей цели. Надо и на светофоры, есть машины или нет. А то некоторые не соблюдают. Надо обращать внимание на знаки, которые стоят. И не надо переходить тогда, когда горит красный цвет, когда едут машины. Надо на дороге бегать, надо сначала посмотреть на правую сторону, потом на левую, потом перейти дорогу, но не бегать, не перебегать. Если есть зебра, то можно пойти. Да, если нет зебры, то лучше бы подойти там, где не зебра. А нужно переходить по зебре или можно переходить везде, где ты хочешь? Надо переходить по зебре. А почему нужно именно по зебре переходить? Потому что там безопаснее всего. Чтобы если рядом нет светофора, то можно перейти по зебре. Надо ждать, когда машина остановится, и так переходить пешеходную дорогу. Когда есть светофор, надо всегда смотреть, когда красный, мы должны стоять, когда желтый, мы должны приготовиться, но даже если зеленый загорится, мы все равно должны посмотреть в каждую сторону, потому что бывает, что иногда водители не смотрят, какой цвет, и они все равно едут. А если нет светофора, тоже нужно смотреть в разные стороны, потому что бывает, что водители едут на больших скоростях и могут сбить ребенка. На красный свет жди, на желтый приготовься, на зеленый можно переходить. Такие правила должен помнить каждый ребенок. Все проведенные мероприятия, которые мы представили в нашем видеоматериале, призывают детей быть всегда внимательными. Роли взрослым же отводится информирование подрастающего поколения и забота об его безопасности, о чем призываем вас и мы, уважаемые взрослые. Садясь за руль автомобиля, помните, что вы выезжаете на улицы, по которым ходят еще не приспособленные к окружающему миру дети. Будьте внимательны, не превышайте скорость и оказывайте помощь в случае беды. А вы, уважаемые родители, не забывайте лишний раз напомнить своим детям о правилах дорожного движения.